Я очень рад, что представители ингушской молодежи показали на форуме по-настоящему интересные, оригинальные, социально значимые проекты. Уверен, что вы в этом году не ударите лицом в грязь. 3 онлайн-смены и 170 проектов от Ингушетии. Глава региона в режиме видеоконференции пообщался с участниками форума «Машук». В сельском поселении, в местности еще можно как-то прожить без этого, но в квартире это ужас, это ад, можно сказать, ад на земле. В чем дело, сразу не поймешь. В 105-м массиве продолжают бороться с засухой. Водоснабжение здесь капризное, жители в ожидании. Ислам против любого агрессии и любого террора. Спорт против терроризма. Способы предостережения молодежи от этого зла обсудили на встрече в Дворце спорта «Магаз». На каждый товар должна быть накладная, должны быть сертификаты соответствия, либо ссылка на номер сертификата соответствия. Удобно, приемлемо, доступно и по закону. Качество школьных товаров проверили сотрудники Роспотребнадзора. Мальчик наконец-таки едет домой. Мы пожелаем ему, наверное, крепкого здоровья, да? В Детской республиканской клинической больнице прошли каникулы с общественным советом. Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии Махмудали Калиматов в режиме видеоселектора провел встречу с участниками молодежного форума «Машук-2020». Напомню, в этом году в связи с пандемией форум проходит в онлайн-формате. Свои проекты от Ингушетии представят 170 человек. Свои проекты руководителю региона представили 9 участников Машука, среди которых лауреаты прошлых лет, конкурсанты, которые уже защитились в первой смене, и те, кому участие еще предстоит во второй и третьей сменах. Каждое участие ваше и каждая ваша победа, она предполагает и дальнейшее развитие вашего развития и развитие в той среде, в которой вы находитесь, нашей молодежи. То есть вы же не просто сами по себе, вы же еще общаетесь, и это продвигаете. Для республики, конечно, престижно. Когда я в прошлом году был, и у нас тоже там первые места были, мне, конечно, было приятно, что наши заняли первое место. И я вам скажу, что и для республики это очень важно. Познакомиться с вашими новыми проектами, вашими интересными задумками, планами участия в форуме этого года. Очень важно, чтобы они, как и раньше, носили социальный характер. Были нацелены на благотворительность, популяризацию физической культуры и спорта. Я сегодня специально пригласил на эту встречу вице-премьеров Ильезова и Амриеву, министров, вы видите их всех, советник Фурсов Олег Борисович. И хотел бы присутствующего министра и министерства, чтобы, если это в их компетенции или в векторе их деятельности, чтобы вы могли задать им вопросы, которые вас интересуют, и они вам, полагаю, ответят. В этом году в связи с пандемией Машук-2020 проходит в 3 онлайн-смены. С 11 по 24 августа работа на форуме ведется по 3 направлениям. Глобальные вызовы, национальный код, мастерская сообществ. От Ингушетии защищают проекты свыше 170 участников. В прошлом году я несколько раз встречался в Машуке от нашей республики на форуме. Новая встреча для меня приятная, что мы можем с вами пообщаться, поговорить. Я очень рад, что представители ингушской молодежи показали на форуме по-настоящему интересные, оригинальные, социально значимые проекты. Уверен, что вы в этом году не ударите лицом в грязь. Автор проекта и одноименного сайта Древоинг по созданию генеалогии каждого ингушского тейпа Магомед Евлоев рассказал, что идея пришла к нему 15 лет назад, когда он увидел, что в его фамильном древе тейпа Евлоевых отец и дед были записаны как 2 брата. Азраил Пошев представляет проект «Превенция экстремизма», в рамках которого планируется реализовать ряд специальных мероприятий. Тренинги, беседы и круглые столы по профилактике экстремизма в 50 школах, 10 колледжах и в 2 вузах с охватом более 3000 человек. Также будут проведены встречи с родителями школьников и организованы 3 городских квеста. У нас важных вопросов много, и развитие, многовекторность развития молодежи. Но в целом, если брать политику сегодняшнюю
и президента России, и правительства в целом, нашей республики, правительства. Я думаю, это направленность на улучшение социальной среды, социальной направленности. В целом государство у нас оно обозначено как социальное государство, но в этом социальном государстве очень много вопросов, возникающих для молодежи. В рамках проекта Индиры Манкиловой и Амины Боковой про Ингушетию на канале YouTube и Instagram будет создано еженедельное информационно-развлекательное интернет-телевидение с выпуском 6 программ по актуальным для молодежи направлениям. Реализацией спортивных проектов «Ингбаскет», «Школьная лига», «Здоровое поколение» и межрегионального велопрохода «Новое поколение» Аптимизиев, Шамиль Мурзабеков и Адам Аздоев планируют существенно увеличить количество молодежи, систематически занимающихся физическими упражнениями. Эльдар Тамбиев планирует построить 6 благоустроенных площадок на территории Горной Ингушетии. По его словам, зоны отдыха станут самостоятельными элементами пространства, откуда открывается наиболее живописный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения горного края. Для меня очень важно, если вы видите, куда мы идем. Можем ли вот так жить дальше? Вот просто, да? У нас же много вопросов, вот правильно, неправильно. И каждый, я хотел бы, молодой человек задал себе вопрос. А мы собираемся жить дальше так же? Через 10 лет вам придется обеспечивать жизнедеятельность субъекта. Вы же будете. Поэтому сегодня надо беречь, во-первых, свою репутацию, как я говорю, очень важно это. Второе, знаете, продвигаться вперед в проектах, неся людям и республике полезность. И не отчаиваться. Вот что-то не получилось, или на вашем пути встречается черствый чиновник. Не отчаиваться, идти вперед, понимаете? Мир большой, понимаете, не только наш субъект, Северокавказский регион. У нас Россия целая, понимаете? Самая большая страна. Поэтому вот диапазон взаимодействия, вот коммуникации надо налаживать с республикой, соседними республиками и дальше идти. Все представленные проекты получили в целом положительные отзывы главы региона. Однако, комментируя некоторые из них, он отметил мелкие недочеты, на которые авторам стоит обратить внимание. Каждую идею Махмуд Али Калиматов взял на заметку и поручил руководителям профильных министерств и ведомств лично оказывать всяческое содействие и проконсультировать их реализацию. Здесь же глава республики ответил на интересующие делегатов форума вопросы, которые касались поддержки молодежных инициатив в разных сферах жизни. В 105-м массиве вода идет выборочно и с перебоями. Дефицит, в частности, на себе испытывают жители 17 и 19 домов. Специалисты на протяжении всего лета пытаются понять, в чем причина. Сейчас меняют насос и намерены увеличить мощность на водонапорной башне. Подробности у нашего корреспондента. С перебоем. Ну, проблема. Вода продолжает быть главной проблемой жителей 105-го массива Назрани. Уже 3 месяца она идет либо с перебоями, либо полностью отсутствует. Фариза Ижиева живет на 9-м этаже 19-го дома. Вода до них просто не доходит. В сельском поселении, в местности еще можно как-то прожить без этой воды, но в квартире это ужас, это ад, можно сказать, ад на земле. С такими проблемами сталкиваются почти во всех многоквартирных домах в микрорайоне. Но сегодня рабочие водоканала их могут порадовать. Старый насос меняют на новый. Правда, жители не спешат радоваться преобразованиям. Сказали, пойдет вода вечером, точнее будет вода. Но, честно сказать, мало верится. Вот мне мало верится. Я не знаю, как остальным, мне не верится. Посмотрим, пойдет она или нет, но, честно, я не верю. Хоть и вижу эту работу, но не верю. Наверное, день-два она пойдет, а в остальное время ее не будет. В 105-м массиве проживает более 4000 человек. Водой их снабжают 2 накопительные скважины, водонапорная башня общей мощностью 70 кубов в час. После проверки сетей водоснабжения специалисты рассчитывают решить проблему, повысив предел до 100 кубов, заменив ветхое оборудование. Этот насос обязан послужить долго и качественно, и он должен обеспечить водой весь этот 105-й микрорайон. Вопрос с водой решается разными мерами на протяжении всего лета. Специалисты изучают ситуацию и пытаются понять, в чем загвоздка. Особенно это касается 17 и 19 домов. В остальных вода идет. Мы думали, что вся причина в насосах, который стоит в подвале, и поменяли эти насосы. Но проблема не решилась.
А теперь вот приобрели этот насос, я думаю, проблема с водой решится. Сегодня в течение дня людям подадут воду, и я думаю, все наладится. Если здесь воды нет, то в Гамурзиево она идет, правда, с перебоями. Сейчас в водоканале ищут проблему слабого напора. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Ахмед Кандаров, Новости 24. Влияние COVID-19 на экономику региона оценили в правительстве Ингушетии. В прошлом году индекс промышленного производства вырос почти на 2%. Объем строительных работ на 0,9%. Объем инвестиций в основной капитал составил 106,8%. Ну а оборот розничной торговли увеличился на 5,5%. Об этом на правительственном совещании под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова рассказал замминистра экономического развития Анзор Аушев. На встрече отметили, экономическое развитие региона связано с реализацией инвестиционной политики и поддержкой предпринимательства. Значительная роль в росте инвестиционной активности и как следствие создания рабочих мест отводится мероприятиям, реализуемым в рамках Госпрограммы России развития СКФО. Так, в 2020-2021 годах планируется завершение 6 инвестиционных проектов, успешная реализация которых позволит создать в республике 880 новых рабочих мест. Вместе с тем, согласно отчету министерства, с 2019 года реализуется 4 региональных проекта в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Они предполагают создание многоканальной системы доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, повышение доступности для предпринимателей комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки путем создания единого центра «Мой бизнес», выход на внешние рынки, вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и другое. Так, по итогам реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» к 2024 году в сферу малого и среднего бизнеса ожидается вовлечь более 1890 физических лиц. Кроме того, было сказано, что предоставление отсрочки по уплате арендных платежей, снижение ставки до 1% по налогу на имущество организации, снижение ставки по упрощенной системе налогообложения, продление действия срочных лицензий и иных разрешений являются одними из важных региональных мер поддержки субъектов МСП. Отмечается, что согласно прогнозу на 2020 год основные макроэкономические показатели претерпели серьезные изменения под влиянием распространения коронавирусной инфекции. Ожидается снижение валового регионального продукта к оценке 2019 года на 3,9%. В первую очередь это коснулось деятельности воздушного и сухопутного транспорта, розничной торговли, обрабатывающих производств, частично сельского хозяйства и строительства. Индекс промышленного производства составит 103,3%. Также возможно сокращение объема инвестиций. Ожидается, что в последующие годы возобновится рост экономики, в частности, увеличение валового регионального продукта, индекса промышленного производства и внебюджетных инвестиций. Тимур Фаттахов подчеркнул, что важно направить все усилия на улучшение состояния экономики республики и особое внимание обратить на наиболее пострадавшие отрасли из-за пандемии. Зампред поручил представить предложения по улучшению прогнозируемых показателей социально-экономического развития. А теперь статистика по эпидситуации. За сутки в стране зарегистрировано 4828 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших по официальным данным 937 321. Выздоровело 749 423 человека. В Ингушетии за сутки выявлено 26 новых случаев с коронавирусом. Этот показатель в последние дни незначительно, но растет. В списке заболевших теперь 4995 человек. Выписано из больницы чуть более 3500 человек. Проблема ощутимая, последствия непредсказуемые. Утечку газа обнаружили в первом микрорайоне в Карабулаке. Жители улицы Ингушская начали бить тревогу. Реакция компетентных органов последовала не сразу. Сигнал с просьбой о содействии в решении этого вопроса поступил и на нашу телекомпанию. Подробности в репортаже. Бригада рабочих уже несколько часов устраняет утечку газа. Со взрывоопасной проблемой на улице Ингушская столкнулись еще пару дней назад. Тогда же в редакцию «Национального» обратились местные жители с просьбой разобраться в ситуации, потому как от ответственных служб реакции не дождались. Лейла Чахиева была в отчаянии. В доме маленький ребенок. Живем словно на пороховой бочке, пожаловалась женщина. Теперь она внимательно следит, как устраняется проблема. Я сегодня вижу, что наконец-таки все-таки какие-то действия происходят, отреагировала и мэрия, отреагировали и газовики, то есть не стали перекладывать вину друг на друга, а просто-напросто приехали и выполняют свою работу. Сегодня я могу сказать, что
огромное спасибо им, что наконец-таки они сделают нам газ, и мы будем с газом. По словам представителей газовой службы, этот газопровод не стоит у них на балансе. Газ незаконно подвели, и у многих нет договоров на потребление ресурса. Но, тем не менее, людей без энергоресурса газовики оставлять не собираются. И по исправлению недочетов со стороны жителей ситуация с газом нормализуется. Они обещают привести всю документацию в порядок. 89-я труба, и утечка газа, бригаде выехать. Вот они устраняют утечку, вырезали где-то метр трубу, заменяют эту трубу и утечка газа убирать. Возникновение опасных ситуаций, связанных с риском для безопасности, жизни и здоровья людей, требует незамедлительного вмешательства соответствующих структур. Это отмечают и в местной администрации. В газовой службе обращают внимание жителей на то, что при обнаружении утечки газа категорически запрещается самим браться за проблему. Нужно обратиться или к ним, или в местную администрацию. Тамара Шагульгова, Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24. Мировую проблему экстремизма и способы предостережения ингушской молодежи от этого зла обсудили на встрече в Дворце спорта «Магаз». Беседу с тренерами и воспитанниками спортивных школ провели представители Министерства спорта, богословы и специально приглашенные гости. Мухаммед Сейд Аль-Рошд, известный доктор-исламовед, знает о проблеме, которая все чаще всплывает в спорте. Главный посыл, который он хочет донести – спорт проявляется в каждом религиозном движении, а экстремизм и терроризм не имеют ничего общего с исламом. Ислам против любого агрессии и любого террора. В исламе есть очень важный закон. «Валя тазиру вазиратан визра ухра». Ни одна душа не отвечает на грех другого душа. Любой террор – это убивает невинных людей. Ни в чем не они виноваты. Ни дети, ни женщины. Поэтому ислам полностью 100% против этого. Я надеюсь, что все мусульмане и Ингуши, и Кавказе жили мирно. В России общая большая страна, большая великая держава. Тренерам и ребятам разъяснили, как можно уберечь себя и друзей от глобальной проблемы современности, особенно в сети интернет. Министр спорта Али Дашкаклоев считает, что подобные лекции – незаменимый урок для молодежи. Я надеюсь, что по окончании этого семинара мы поймем для себя, и наши спортсмены извлекут много полезного. Есть не только воздействие тренеров на спортсмена, есть и воздействие сегодня, к сожалению, негативное. Чтобы всего этого все это мы могли пресечь, и в первую очередь наша задача не допустить ни в коем случае среди нашего населения, особенно среди спортсменов, к сожалению, участились эти случаи. Спорт против терроризма. Качество школьной формы, параметры рюкзаков, соответствующих ГОСТу и, конечно, сопроводительная документация. Сотрудники Роспотребнадзора проводят рейд по школьным ярмаркам. Сейчас все ученики и их родители вынуждены превращаться в шопоголиков, готовятся к новому учебному сезону. Самый большой ассортимент школьных товаров представлен на ярмарке в Назране. Зелимхан Калуев приценился. Школьная ярмарка на центральном рынке в Назране. Есть товар на любой вкус, цвет, кошелек. От ассортимента рябит в глаза. Рай для неискушенного покупателя. Вот только цены, они традиционно высокие перед стартом учебного года. Например, рюкзак можно купить в среднем от 1 до 4 тысяч рублей. Но всегда ли мы задумываемся, за что платим такие деньги? Требования к школьным товарам Роспотребнадзор опубликовал еще в 2015 году. Например, размер рюкзака. Высота его спинки 360 мм, не больше. Плюс ранец должен быть удобным, особенно для детей. Ведь потом от этого страдает позвоночник. Это очень важно для детей начальных классов, то есть с 1 по 4 классы, так как у них идет развитие опорно-двигательной системы, соответственно, это позвоночник. И очень желательно, я понимаю, что по цене они идут дороже, но тем не менее, именно дети начальных классов, они очень нуждаются вот в таких ортопедических рюкзаках. Одежда, обувь, ранцы, канцтовары под пристальным вниманием комиссии, все школьные принадлежности. Первонаперво необходимо смотреть на маркировку товаров, напоминают специалисты. Вот, например, ручки. Здесь имеется полная маркировка с указанием изготовителя, данных об изготовителе, также дата производства и в течение какого времени можно использовать данный товар. Также, например, пластилин. Здесь тоже точно так же вся подробная информация о данном товаре. Требования предъявляются и к одежде. Обязательно должна быть информация о составе ткани и производителе товара. Ага, ну-ка посмотрим. На всех есть. Вот это он должен. Да, все из Турции. На пиджак. Видите, да.
Вот только сопроводительные документы не у всех, как и ценники, которые должны быть на каждом товаре. Продавцы исправляют нарушения на месте. Сотрудники Роспотребнадзора разъясняют, накладные обязательны. И это не прихоть комиссии. На каждый товар должна быть накладная, должны быть сертификаты соответствия, либо ссылка на номер сертификата соответствия на каждый товар. То есть это и канцелярские товары, и школьная форма, книги и так далее. Отсутствие документов на товары не удивляет. Зачем они нужны, если покупатели не спрашивают? Многим важнее цена. На качество обращаем внимание и то, что уступает хорошо. А вы проверяете документы, может быть, накладные? Нет. Ажиотажа на школьных ярмарках, как, например, это было раньше, нет. Родители почему-то уверены, что дети скоро перейдут на дистанционку. Разный слух, Инстаграм, а что слух же из-за слуха, наверное. Держишь что, ты яхаш, дней 20 получится, ты яхаш. Да говоришь, что швейки же, поэтому я думаю, поэтому цендах щек бунах халзяк гюацер эцкетики. Дарья на первое время хамается. Канцтовары. Безопасность и здесь на первом месте. Покупатели привыкли смотреть на обложку, но это тот самый случай, когда внешний вид не главное. В выборе тетради обращается внимание на прочность бумаги. Чем она прочнее, тем лучше, чтобы она не просвечивала с другой стороны, чтобы чернила не просвечивали. Также обращается внимание на разлиновку. Она не должна быть также ярко выраженная, так как она дает нагрузку на зрительный аппарат ребенка, и он быстро переутомляется. Самое главное, как говорят сотрудники Роспотребнадзора, не спешить и проверять качество, ведь недостатки купленных наспех товаров проявляются только через несколько недель. Но и в этом случае не все потеряно. В любом случае, если чек не выдан, в любом случае, если товар оказался некачественным и вы хотите вернуть, и продавец отказался, в любом случае пишется заявление к нам в управление, подробно описывается вся ситуация, и в любом случае мы выходим на этот объект и проводим расследование по этой жалобе, по этому обращению. Где, по какой цене и какого качества покупать товары для детей – личное дело каждого родителя. Школьная ярмарка на центральном рынке открылась с начала месяца и продлится до середины сентября. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. В сети интернет появилась дезинформация по поводу вступления в силу новых правил дорожного движения. В сообщении говорилось об ужесточении мер наказания за отсутствие страховки на автомобиль, за что водитель мог лишиться прав. Также в псевдопоправки вошли нововведения об обязательном оснащении каждого автомобиля видеорегистраторами. Сообщалось, что отсутствие гаджета будет чревато штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей. В ГИБДД подобного рода слухи опровергли. Уважаемые жители нашей республики, в связи с участившимися вопросами по поводу использования видеорегистраторов, распространившейся в сети информации о якобы вступивших в силу изменениях в правилах дорожного движения, сообщаем, что видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, ее отсутствие не попадает ни под административные санкции и не влечет за собой никаких негативных последствий автовладельцев. Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились. Также сотрудники ГИБДД напоминают, что в соответствии с частью 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях неисполнение владельцами транспортного средства федерального закона об обязательном страховании транспортного средства влечет за собой всего лишь наложение административного штрафа в размере 800 рублей. А также напоминаем всем жителям нашей республики, что все изменения вы можете посмотреть на нашем официальном сайте ГИБДД. Пожарная тревога сегодня звучала в пожарно-спасательном колледже. Условное возгорание тушили на учениях МЧС. Насколько успешно отработали тактическую задачу, расскажет наш корреспондент. Плановые учения сотрудников МЧС проходят здесь, в городе Сунжа, на улице Аланская, дом 47. По легенде, здесь столкнулись два автомобиля. Это пассажирский автобус и легковушка. Есть возгорание одного из автомобилей, а также пострадавшие. После сигнала АЧП к месту аварии стягиваются пожарные расчеты, кареты скорой помощи и реанимобиль. Врачи сразу же приступают к оказанию помощи пострадавшим, а таких по сценарию учений более десятка человек. Большинство – пассажиры автобуса. Пока врачи оказывают помощь пострадавшим, работники пожарных служб тушат пожар. Каждый должен максимально быстро выполнить свою задачу. Ведь от слаженной работы и оперативного оказания помощи зависит не только итоговая оценка учений, но и жизни людей. Основная цель этих учений, первое, это взаимодействие всех привлекаемых органов управления. Второе,
это непосредственно практические действия участников учений и подготовки этих учений. Здесь не только экстренные службы, медики и спасатели. Задействованы и местные власти, и студенты пожарно-спасательного колледжа, в стенах которого воспитываются будущие спасатели. Сегодня, к примеру, проводились тактические учения по деблокированию пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. У нас подготовки к таким моментам занимаются группы чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности. То есть в учебном процессе у нас эти моменты заложены, и для студентов это не новость. Пожар потушен, пострадавшим оказана медицинская помощь, дорожное движение восстановлено. Итоги учений подводит заместитель начальника регионального управления МЧС Владимир Алмазов. И это твердая четверка. Подготовка к учениям прошла на высоком уровне. Соответственно, небольшие недочеты это на каждом учении, поэтому и мы их и проводим, чтобы их выявить, чтобы устранять в последующем. Благодарю за участие, за подготовку. Действия всех звеньев при возникновении ЧС отработаны до мелочей. Это показывают и результаты учений. А главная надежда спасателей в том, что им придется совершенствовать их только на учениях, а не в реальных ЧП. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Сейчас в летний период много желающих отдохнуть в горном районе Ингушетии. В связи с этим пограничники напоминают туристам о необходимости своевременного оформления пропусков. При въезде в пограничную зону гражданам нашей страны и иностранцам необходимо иметь при себе паспорта. В пограничной зоне запрещается находиться вблизи госграницы, осуществлять без разрешения погрануправления фото- и видеосъемку пограничных нарядов и других объектов пограничных органов, использовать летательные аппараты, разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы. Желающим посетить пограничную зону стоит заранее получить пропуска. Сроки оформления документов составляют для граждан и организаций нашей страны не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений, для иностранных граждан не более 30 рабочих дней. При этом стоит ознакомиться с перечнем оснований для отказа в выдаче пропусков. Вся подробная информация на официальном сайте ФСБ России. Детский смех и непривычная для медучреждения обстановка сегодня царила в детской республиканской клинической больнице. Там прошли каникулы с общественным советом. Это ежегодное мероприятие, организованное Министерством внутренних дел. Аниматоры и вкусные презенты скрасили лечение маленьких пациентов. Сюжет Идриса Ижиева. Ох, Смешинка мой хороший, ну посмотри, мальчик наконец-таки едет домой. Мы пожелаем ему, наверное, крепкого здоровья, да? Для детей больница в одночасье превращается в волшебный мир с играми и забавными персонажами. Смешинка и Кубик – герои, знакомые, наверное, каждому ребенку. При виде любимых персонажей лица детей сразу озаряет улыбка. Раз, два, три, привет! Вот так-то лучше. Аниматоры подготовили целую программу. Юных пациентов ждет много интересного. Для детей устроили настоящее цирковое представление. Воздушные шары прямо на глазах, будто по волшебству, превращаются в цветы или рыцарские мечи. Как вкусно пахнет! Держи скорее! В летнее время дети чаще получают травмы. Поездки на велосипеде и игры на свежем воздухе круглый день. Нередко оборачиваются переломами и ушибами. К примеру, Амир Даурбеков попал в больницу со сломанной рукой. Она до сих пор болит, но на таком празднике об этом забываешь быстро. Было интересно очень. Мы играли в разные игры, подарки вручали. Что тебе больше всего понравилось здесь? Мне больше всего понравилось, когда надували шары, воздушные шары надували. Ну и какой же праздник без подарков? Для каждого маленького пациента сладкие презенты. Научно доказано, что при положительных эмоциях выздоровление проходит на порядок быстрее, а этого сегодня в избытке. Мне понравилось играть «Угадай картинку». Подарок школы Хосхайдерс. Лида Азаева давно не видела свою внучку такой счастливой. Она считает, такие мероприятия – это настоящий праздник не только для детей, но и для родителей. Упала, очнулась гипс. А ежайрер. Да, окши дик луржбы. Ханс хоздали лежи, вообще лежи, атерс иранц.
хочет, сейчас ходит хорошо, все нормально. Каникулы с общественным советом стали в регионе доброй традицией. Активисты ветеранской организации МВД и общественного совета при МВД стараются, чтобы каждый год маленькие пациенты получали заряд положительных эмоций. Это хорошо сказывается не только на их здоровье, но и на успеваемости в школе. Пошел домой в школу. Мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча была для деток увлекательной, запоминающейся. Ну и, конечно же, их улыбки и хорошее настроение обязательно помогут им быстрее выздороветь и вернуться домой, чтобы встретить 1 сентября уже как положено, за партой, в хорошем, добром здравии и отличном настроении. Этот праздник заканчивается, но не кропотливая работа, которую ведут врачи и сотрудники МВД. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.